Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем, как нетрезвый водитель на высокой скорости пытался вписаться в поворот. Они на скорости, скорее всего, летели, перевернулись. Мы уже подбежали и начали машину поднимать, переворачивать. И что из этого вышло? Покажем, как ослепительная погода стала причиной столкновения двух иномарок в самом центре Казани. На зеленый не рассчитали маленькой с полосой. А водитель? БМВ тоже? Нет, она все правильно едет. И жертва холодной воды. Парень, который спасал своего друга, крикнул третьему своему товарищу, который на берегу находился. Тот на помощь приплыл. Мужчина утонул на глазах друзей, решив искупаться в нетрезвом состоянии. Это и не только прямо сейчас. 35-летний водитель Hyundai Creta с признаками алкогольного опьянения на улице Белинского на высокой скорости не вписался в поворот, наехал на бордюр и перевернул свой автомобиль. Обратно на колеса машину поставили очевидцы. Сам водитель пострадал и был госпитализирован с места аварии. Наталья Мезина расскажет подробности. Водитель Hyundai находился в сознании. Более того, он мог передвигаться без посторонней помощи. Тем не менее, мужчину увезли в больницу для более детального обследования. Во время кульбитов он сильно ударился головой и лицом. В итоге отделался только ушибами. В машине 35-летний мужчина находился один. По рассказам очевидцев, аварию спровоцировал он сам, наехав сперва на бордюр, а затем и на столб. Ну там столб. Видишь, как скривило? Они на скорости, скорее всего, летели, перевернулись. Мы уже подбежали и начали машину поднимать, переворачивать. Машина перевернулась. На колеса ее поставили очевидцы. К месту происшествия прибыли и пожарные. Без работы их также не оставили. Уже возгорание было, да? Дым был. Уже позднее автоинспекторы выяснили, что водитель Hyundai управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Наталья Мезина, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. 34-летняя женщина оказалась в больнице после того, как ее сбил скутер на проспекте Победы. У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей затылка и ссадины правого локтя. Выяснилось, что женщина переходила дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. В этот момент ее и сбил скутер. После столкновения водитель двухколесной техники бросил свой транспорт и попросту сбежал с места происшествия. Прибывшие на место автоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу, чтобы снять отпечатки пальцев и найти предполагаемого виновника аварии. Автоинспекция просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам, указанным на экране. 36-летний рабочий погиб в помещении одного из цехов на улице Аделя Кутуя. Шансов выжить у мужчины просто не было. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». По версии следствия, рабочий занимался чисткой бетоноприемников, когда один из резервуаров был приведен с пульта в движение. В результате мужчину зажал между двумя емкостями. Попытки реанимировать его оказались безуспешны, и он скончался до приезда медиков. Тело 41-летнего мужчины обнаружили спасатели в Нижнекамском районе. Двоих его друзей, 25 и 43 лет, им удалось спасти. Выяснилось, что компания в состоянии алкогольного опьянения купалась в реке Зай вблизи села Нижнее Афанасово. И, как предположили эксперты, вероятной причиной смерти одного из них стали судороги из-за перепада температур. Мужчины сколько могли держали друга над водой, но, несмотря на все усилия, он скончался. Схватились за деревья и... парень, который спасал своего друга, крикнул третьему своему товарищу, который на берегу находился. Тот на помощь приплыл, также переплыл, речку и помогал держать парня, которому стало плохо. Вот сколько могли, они его держали, сами сидели тоже на деревьях, на кустах, потому что на берег опереться невозможно было, и кричали о помощи. В тот же день в лесополосе недалеко от поселка Красный Ключ обнаружили бездыханное тело женщины с веревкой на шее. Следователи по данному факту проводят проверку. Обнаружен труп женщины, предположительно 40-50-летнего возраста, с признаками самоповешивания. В настоящий момент по данному сообщению проводится проверка. 2 человек госпитализировали и медики после серьезной аварии на пересечении улиц Профсоюзной и Университетская. По предварительным данным, автоледи за рулем «Шкоды» не уступил дорогу «Фольксвагену», который ехал по главной дороге. Рамиль Шайдулин продолжит. Нет дыхалки.
Обоим водителям пришлось пройти экспресс-тест на алкоголь. Обязательная процедура, если в аварии есть пострадавшие. Прибор показал, что оба водителя абсолютно трезвы. Никто из них не пострадал. Но помощь медиков и последующая госпитализация понадобилась двум пассажирам Volkswagen Jetta. Меня двух пассажиров везли. Какие травмы? А? Какие травмы у них? Ну, у одной там травмы. Спина, растяжение там связок. Второй, слава богу, хорошо. Volkswagen ехал по улице Профсоюзной и имел приоритет в движении. На перерез ему выехала Шкода Октавия. По правилам дорожного движения автоледи за рулем чешской иномарки была обязана пропустить немецкий автомобиль. Но этого не произошло. Я не успел даже ничего сделать. Я просто увидел ее в последний момент. Да, конечно. Задумалась. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения и покинули место ДТП при помощи эвакуаторов. К слову, подобные аварии на этом перекрестке происходят регулярно. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Porsche Cayenne и Ford Focus столкнулись сегодня на перекрестке улиц Болотникова и Кулахметова. В аварии никто не пострадал, но машины получили повреждения, которые могут сильно ударить по кошельку виновника столкновения. Как все произошло, узнала Айгуль Бадрудинова. Перестраивался в другую сторону. Перестроение для водителя Форда Фокус оказалось не только неудачным, но и весьма затратным. На перекрестке улиц Кулахметова и Болотникова он протаранил Porsche Cayenne. В результате у автомобиля предполагаемого виновника наполовину разбита передняя часть. Porsche уже досталось куда меньше, по крайней мере внешне. Никто не пострадал у вас? Нет. Один в машине не ходил? Да. Свою вину признали? Да. Признание вины облегчит разбор происшествий в автоинспекции. Сейчас, помимо ремонта своего автомобиля, виновнику предстоит оплатить ремонт и пострадавшему, если суммы страховых выплат будет недостаточно. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Данил Филатов, Вызов 112. BMW и Fiat Albeo столкнулись на перекрестке улиц Лева-Булачной и Ташаяк. За рулем обеих иномарок были девушки. Кто из них совершил ошибку, расскажет Нафиса Минязова. Поворачивали, врезались. Солнце ослепило. Девушка во всем винит солнце. Ехала на разрешающий сигнал светофора. А что было дальше, просто не видела. На зеленый не рассчитали маленькой с полосой. А водитель? БМВ тоже? Нет, она все правильно ехала. По рассказам девушки, она поворачивала с улицы Ташаяк на улицу Лева-Булачная, но завершить маневр не смогла. Справа в нее врезался БМВ. Несмотря на сильные повреждения машин, дамы не пострадали. Себя нормально чувствуете? Более-менее мне нормально. Достаточно ли будет страховых выплат на ремонт БМВ? Вопрос открытый. А вот свою машину девушке явно придется ремонтировать самой. Нафиса Минязова, Данил Филатов, Вызов 112. 17-летняя девушка упала с 4-го этажа одного из домов в Нижнекамске. Ее друзья утверждают, что сделано это осознанно. Группа подростков стояла в подъезде. По одной из версий, в этот момент девушка приревновала своего молодого человека к другой и выбежала на балкон. Подруга побежала за ней следом, но не смогла догнать и остановить. Девушка осталась жива, но была в коме. Ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами. Сейчас состояние оценивается как стабильно тяжелое. Взявший в заложники супругу и детей казанец пойдет под суд. Напомним, в марте 33-летний мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения разругался с супругой и избил женщину после того, как она решила забрать двоих детей и уйти от мужа, попросив помощи родственников. Женщину он еще и несколько раз ударил ножом, а после у ее брата стал требовать 10 миллионов рублей, кокаин, виски и газировку. После оцепления дома полицейскими он грозился взорвать газовый баллон, если его требования не выполнят. Однако после длительных переговоров мужчина все же сдался. За угрозу убийством и захват заложников на него возбудили уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение в захвате заложников и угрозе убийством. Следствием собрана достаточно доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.